Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас проверка вроде прошла нормально. Мы начинаем нашу очередную встречу с вами. Работаем в моих аккаунтах в сетях Instagram, Facebook, в Одноклассниках, ВКонтакте, ну и в YouTube-канале. Несколько слов, наверное, о самых главных темах, которые беспокоят всех жителей Якутии. Это больные темы, тяжелые темы, это коронавирус и лесные пожары. По лесным пожарам хочу сказать, что сегодня их у нас на территории Якутии 148 действует. За последнюю неделю мы их сократили практически на 90 пожаров количество лесных пожаров. Значительно сократилась и площадь горимых лесов. Вместе с тем, конечно, ситуация у нас достаточно напряженная. Мы смогли остановить продвижение пожаров по горному улусу. Мы локализовали один из крупнейших пожаров недалеко от Магараса. Сейчас идет работа по локализации второго пожара около Магараса. Идут работы в районе Кюреляха, Бескёля, Асымы. Там, в принципе, тоже ситуация, конечно же, гораздо лучше, чем еще неделю назад. Вместе с тем мы видим, как серьезно осложняется ситуация в Кобейском улусе. Крупные пожары у нас на границе Горного и Намского улусов, недалеко от Салбана действуют. Ну и, конечно же, в Западной Якутии тоже ситуация далека от нормализации. Идут серьезные такие пожары в Верхнеивлюйском улусе, в Сунтарском, Мирнинском. Были угрозы на неделе населенным пунктом Верхнеивлюйского улуса, но благодаря работе всех служб, оперативной переброски сил, мы на самом деле ситуацию взяли там под полный контроль. Сейчас прямой угрозы населенным пунктам нет, хотя, еще раз говорю, там пожаров достаточно много. Авиация у нас работает в Западной Якутии. К сожалению, сегодня она из-за сильной задымленности и в Мирном, и на местах самих пожаров не работала. Но надеемся, что все-таки некоторое ослабление задымленности пойдет, и авиация, и МЧС, и авиация Минобороны смогут все-таки вылетать на пожары и помогать нам в тушении. Огромная благодарность, конечно же, всем тем, кто тушит пожары. Это и силы Федерального резерва, их у нас порядка 640 человек сегодня на территории Якутии. Это и наше лесопожарное формирование, Якутлесресурс, лесоохрана. Это местное население, которое действует на тушении пожаров, работает. Ну и, конечно, добровольцы. Добровольцев у нас уже более 300 человек отработало. И сегодня по ряду районов, в частности в Горном улусе, продолжают работать добровольческие бригады. Большое им спасибо. Уверен, что это как раз те люди, которые с делом, а не словами доказывают свою любовь к нашей природе. Из таких положительных моментов на последнюю неделю скажу, что нам удалось локализовать все пожары на Ленских столбах. Более того, большинство было уже потушено. Сейчас 2 пожара еще действуют, но они, еще раз хочу сказать, они локализованы. Мы надеемся, что в ближайшие дни все-таки достаточно серьезная работа пойдет уже по их тушению. Конечно же, ситуация осложняется тем, что погода у нас стоит абсолютно сухая. Помогли несколько те дожди, которые были усилены искусственно у нас здесь, в Центральной Якутии, на прошлой неделе, прошлые выходные. Вместе с тем, в том же Кобейском улусе, где я сегодня был, ни грамма дождей уже не было, практически, говорят, уже больше месяца. Соответственно, конечно, те пожары, которые там распространяются, они распространяются в условиях, во-первых, абсолютного отсутствия транспортной доступности, там ничто не может проехать, а во-вторых, конечно же, очень сухо, так и пожары, к сожалению, там достаточно большие. Мы сюда тоже будем перебрасывать и людей, и по возможности все-таки вездеходную технику, которая хотя бы, если не будет участвовать в тушении пожаров, то будет уже участвовать просто в переброске сил, в маневрировании людьми. Это тоже очень важно. Но, к сожалению, еще раз хочу сказать, что пока прогнозы по погоде у нас неутешительные. У нас первые недели августа пока дождей не предвидится. Хотя мы, конечно, надеемся, что они появятся, в первую очередь, в Западной Якутии, где дождей тоже давно не было. И я знаю ситуацию и по Мирнинскому району, по Сунтарскому району, где населенные пункты стоят в дыму. Вместе с тем, пока еще раз говорю, что, к сожалению, прогноз по погоде такой, вроде бы жара тоже хорошо, но она вместе с тем для нас, конечно, сейчас
абсолютно она не нужна. Нам нужна хотя бы погода, которая позволит пройти осадкам, мобильным осадкам в Западной Якутии в первую очередь. Теперь по ковиду. По ковиду, друзья, ситуация у нас становится хуже. К сожалению, мы, по-моему, все слишком рано поверили, что у нас уже коллективный иммунитет появился, что можно не прививаться, что можно не соблюдать ограничительные меры, что можно тем же развлекательным учреждениям полностью работать, те же ковидные ограничения соблюдать так через пень-колоду. В результате и по Якутску, и по другим нашим крупным населенным пунктам идет очень серьезное увеличение заболеваемости. Сегодня уже 129 человек было по республике заболевших, а совсем недавно мы были в районе 90 человек. Мы видим, как растет заболеваемость по городу Якутску среди групп молодежи. У нас заболеваемость по молодежи от 18 до 29 лет растет практически на 25% каждую неделю. Это очень большой значительный рост, и когда Роспотребнадзор проводит проверки, где же все-таки люди заразились, то в основном выходит, что это как раз развлекательные заведения, разные вечеринки, встречи, гулянки. Это, конечно же, я считаю, что крайне недопустимо. К сожалению, у нас и по вакцинации по многим населенным пунктам замедлилось тоже. Здесь я думаю, что все-таки нам надо коллективный иммунитет достигать. У нас сегодня порядка 67% людей, которые должны были получить вакцинацию, ее получили. Но вместе с тем есть районы, где они только-только достигли 50% от плана. Это крайне мало. И, к сожалению, еще раз хочу подчеркнуть, что сейчас у нас очень много стало болеть молодежи. И очень плохо то, что начало болеть детское население, и дети болеют очень тяжело. Впервые вообще за всю пандемию мы начинаем с санрейсами из районов сюда доставлять в город Якутск детей, маленьких детей, которые находятся в тяжелом состоянии, у которых двухсторонняя пневмония, которых на местах, к сожалению, вылечить никак не могут, и существует уже реальная угроза их жизни. Такого не было. Это показывает, что новые виды вирусов, а у нас они все уже появились, и индийский вирус, и бразильский вирус, они, конечно, гораздо более заразные, но и, к сожалению, протекают достаточно тяжело, в том числе и для детского населения. Поэтому здесь, друзья, нам надо все-таки сосредоточиться, нам надо ограничительные меры, их не так у нас много, их соблюдать, и, конечно же, максимально прививаться. Я все-таки еще раз хочу призвать, не устаю про это говорить, что вакцинироваться надо. Я сам вчера тоже прошел уже ревакцинацию для того, чтобы поднять иммунитет против этой болезни. Считаю это важным, нужным, и прошу вас тоже беречь и свое здоровье, и здоровье окружающих, и своих родных и близких, конечно, в первую очередь. У нас сейчас развернуто порядка 1450 коек. В самый пик у нас было 3000 коек. Так не хотелось бы, чтобы мы к этой цифре начинали уже подбираться. Сейчас мы число коек, наверное, в некоторых населенных пунктах вынуждены будем увеличивать, потому что мы видим значительный рост заболеваемости. В первую очередь по Якутску и по ряду крупных промышленных наших городов, хотя есть и другие территории сельские, где тоже заболеваемость, к сожалению, растет. Наверное, эти такие вводные, по двум проблемам, которые всех интересуют. Хочу также сказать, что из-за аномально сухой погоды, из-за жары у нас травостой по ряду районов очень низкий. И я вчера своим указом ввел чрезвычайную ситуацию по кормозаготовке по 11 районам. Дано поручение правительству республики отработать все варианты по оказанию помощи нашим селянам. Потому что по некоторым районам мы ожидаем 50-60% всего лишь заготовки сена от плана. Это, конечно же, крайне тяжело для сельского хозяйства. Поэтому все меры помощи должны быть оказаны для того, чтобы сено косилось и на местах, в труднодоступных территориях, в других районах республики, где травостой хороший, а, к счастью, такие районы у нас в республике есть. Но и если есть необходимость, то необходимо уже и закупать комбикорма дополнительные за пределами республики. И с этой задачей я председателя правительства
Тарасенко, заместителя председателя правительства Никифорова, отправил командировку сейчас в Амурскую область, чтобы они провели там достаточно быстро оперативно переговоры как раз для возможности и заготовки там кормов, и подготовки закупа комбикормов для нужд наших селян. Наши селяне один на один с бедой не останутся. Мы обязательно им поможем. Так, вот вопросы пошли. Правда ли, что техники не хватает и пожары в лесу тушат буквально голыми руками? Ну, я не скажу, что у нас техники не хватает. У нас свыше 300 единиц техники крупно сейчас на пожарах работает. Вместе с тем надо понимать, что пожары, они тушатся у нас по определенным методикам, при которых техника делает специальные разрывы противопожарные, затем пускаются встречные палы, ну и потом уже люди окарауливают. Конечно, есть территории, вот, например, в Кобельском улусе, где техника вообще не может проехать, никакая абсолютно. На тех же Ленских столбах тоже были пожары, которым техника никакая не могла проехать, и люди вот на самом деле реально только с помощью мотопил, лопат, ранцевых каких-то огнетушителей были вынуждены эти пожары останавливать. Вот. И здесь тоже есть не очень правильное мнение, что авиация может любой пожар потушить. К сожалению, это не так, как показывает и наш опыт, и опыт других регионов. Вот как раз авиация, она очень хороша для того, чтобы останавливать верховые пожары, которые очень быстро идут и представляют реальную угрозу населенным пунктам. Вот для их остановки как раз авиация работает очень хорошо. Тушить же низовые пожары, авиация, ну, она здесь не так эффективна, именно вот как работа с встречными отжигами и уже тушение потом уже с помощью наземных служб. Поэтому здесь работа в целом, я считаю, поставлена. Конечно, есть пожары, на которые нужно дополнительную технику перебрасывать, но как раз наш оперативный штаб вот этим вопросами ежедневно занимается. Идет очень серьезное маневрирование всей группировкой по территории всей республики, начиная с самого севера, заканчивая югом, с запада на восток. И здесь ежедневно у нас сотни людей по республике перемещаются и десятки единиц техники как раз для более эффективного тушения пожаров. Вот пишут, Якутия остро стоит вопрос в пожарах, а самолеты в Турцию отправили. Но у нас на сегодняшний день, друзья, работает почти 40% всей авиации страны, которая может, в принципе, тушить лесные пожары. Это и самолеты Ил-76, и самолеты Б-200, они все у нас сейчас мирно. Я уже говорил про это, что Мирнинский аэропорт – это сегодня единственный аэропорт в республике, который может эти самолеты принимать и работать. Вот. Ну и, соответственно, там вот эта вся авиация собрана, уже сотни вылетов сделаны, тысячи тонн воды сброшены на пожары, и благодаря этому ряд населенных пунктов нам удалось как раз от пожаров отстоять. Вот. Поэтому я не считаю, что здесь нам дополнительно еще самолеты нужны. Все, что с точки зрения авиации для республики нужно, оно сегодня здесь находится. Вот. Конечно, жаль, что аэропорт Якутска в этом году из-за ремонтных работ не может эти самолеты принимать. Они бы здесь нам, конечно, помогли, но здесь уж, как говорится, это уж не вина авиаторов, не вина чата, это тот ремонт, который рано или поздно должен был у нас делаться. Вот. Как будет проходить учеба в школах? Мы планируем, что 1 сентября учебный процесс откроется как обычно. То есть дети у нас должны в школу пойти, обучение должно там идти, конечно же, соблюдением всех норм безопасности, но очное мы предполагаем обучение и по детским садам, и по школам. Другой вопрос, конечно же, что здесь надо серьезно очень всей системе образования по вакцинации отработать. Большинство подавляющее уже преподавательского состава, работников системы образования уже вакцинацию прошли, но, к сожалению, еще и вот есть по ряду школ республики еще, ну, скажем так, отстающие. Вот. Хотелось бы, чтобы все-таки вот в эти оставшиеся до начала учебного года недели люди обязательно прошли вакцинацию. Так, спрашивают, почему убирают антиковидные зоны. Но это, наверное, не антиковидные, это, наверное, так называемые фри-ковид-зоны. Это требования Роспотребнадзора. Они считают, что, к сожалению, во многих этих учреждениях, особенности, которые работают в ночное время, абсолютно формально поставлена работа по проверке. Вот. Те проверки, которые проводили
контрольно-надзорные органы, они показали, что на самом деле абсолютно спокойно могут пройти по чужим сертификатам или вообще даже в отсутствие сертификата люди и там отдыхать. Вот. Это, конечно же, вот еще раз говорю, является одной из причин резкого роста заболеваемости по городу Якутску. По городу Якутску достаточно большая работа сейчас проведена по анализу, еще раз хочу сказать, заболевших. Мы раньше всегда говорили, что большинство заболевших это как раз из-за случаев ввозных, когда люди после отдыха приезжают. Но по городу Якутску вот таких людей, которые после отдыха сюда приехали, заболевшие и начали людей заражать, их в районе 2–2,5%. Вот это очень мало. А вот тех, кто указывает в графе как раз, где они могли заразиться, в первую очередь вот развлекательные, ночные заведения, таких более 20%. Это очень большая величина, поэтому здесь я считаю, что мы их не закрываем, мы просто приводим систему работы вот, развлекательных учреждений, учреждения общепита в ту систему, которая она была раньше. То есть все будут работать одно и то же время с теми же одними и теми же ограничениями. Так, как учиться будут в этом году? Вот классы спрашивают. Будет очное. Мы предполагаем, что 1 сентября все пойдут учиться в школу. Мы также предполагаем, что такой же процесс у нас пойдет по среднему профессиональному образованию, по колледжам и по высшему учебному заведению, то есть по институтам и по университету. Так, Мирный в Думу. Я знаю, что в Мирном сильная задымленность. Мы, конечно же, надеемся, что в ближайшие дни ситуация все-таки там несколько начнет улучшаться. Хотя, еще раз скажу, что мы осадков, к сожалению, пока не видим. При появлении малейшей ресурсной облачности самолета Ан-26, который вызывает искусственные дожди, он обязательно начнет работать. Так. Вот очень много вопросов по Мирному, по Ленску, по пожарам. Так. Спрашивают по строительству онкоцентра, ведется ли он в срок. Я уверен, что онкоцентр у нас обязательно введется в срок. Он должен быть в 2023 году введен. Все работы идут по графику. Конечно, были проблемы, связанные с тем, что у нас очень серьезно в прошлом году федеральный бюджет урезал средства, но в этом году уже восстановление прошло, поэтому работы сейчас уже все в графике. Мы уверены, что в 2023 году по срокам онкоцентр будет введен. Ну и, конечно, этот объект, который мы все ждем, его ввода, так же, как и кардиоцентр. Спрашивают вот про прививки детей. Ну, здесь дело добровольное, так, коллеги. Здесь надо очень четко понимать, что вакцинация и для взрослых, и для детей, она абсолютно добровольна. Вот, никто никого там силой, конечно, не потащит. Вместе с тем, по взрослым есть определенные предписания Роспотребнадзора, по которым ряд специальностей, ряд профессий обязательно должны быть привиты. Вот, это полностью отвечает федеральному законодательству. Вот, что касается детей, здесь еще раз говорю, здесь вопрос абсолютно добровольный. Во-первых. Во-вторых, вакцины для детей, пока у нас официально еще нет. Идут только испытания. Пока, как сообщают, что испытания идут успешно, мы же понимаем, что между испытаниями и началом практического уже их применения достаточно большой срок. Так. Спрашивают, будет ли создан лесопожарный центр, который мы обсуждали у Владимира Владимировича Путина, у Мишустина. Безусловно, лесопожарный центр нам абсолютно необходим, потому что огромная территория лесов Якутии, а их у нас почти 260 миллионов гектар, она, конечно же, должна охраняться на должном уровне. Сегодня у нас той же службы лесоохраны чуть менее 200 человек в республике. В советское время этих десантников у нас было свыше 1000, почти 1500 человек.
Вот, конечно же, здесь должен быть лесопожарный центр, который должен отвечать современным требованиям. На мой взгляд, у него должна быть своя собственная авиация, своя техника наземная. И, конечно, он должен как раз быть таким отрядом быстрого реагирования как раз на появление пожарной опасности в той или иной территории Якутии. Мы же понимаем, что, например, в этом году ситуация у нас развивалась с конца мая по негативному сценарию. Больше и больше было пожаров. И самый пик у нас был, когда вот в конце июня пошел сезон сухих гроз. А июнь месяц, я еще раз повторюсь, у нас самый жаркий за всю историю наблюдений. Он один из самых засушливых за всю историю наблюдений, второй по засушливости. 2 миллиметра осадков у нас выпало, когда как норма 37. И, конечно же, при начале сезона сухих гроз у нас в день регистрировалось по 60-75 новых пожаров. Вот. И самый пик пожаров был у нас 13 июля, когда число пожаров достигло 324. Но вот сейчас в результате всех принятых мер у нас их стало 148. Так, вместе с тем, конечно же, ситуация по ряду районов, в особенности вот по Западной Якутии, она очень такая тяжелая. Мы не можем никак сказать, что у нас там ситуация резко начала улучшаться. Вот. Тут нам работать, доработать, ну и, конечно же, и то я еще раз хочу сказать, при наличии вот сухой, жаркой погоды, которая сегодня установилась практически по всей Западной, Центральной Якутии, прогнозы пока далеки от оптимистических в части вот наличия крупных осадков. Так, про газ многие спрашивают. Хочу сказать, что мною в рамках исполнения поручения президента вот по газификации домовладений подписано решение о создании комиссии у нас здесь в республике. Ее возглавит председатель правительства Тарасенко Андрей Владимирович, которая должна вот как раз все вопросы газификации социальной по исполнению поручения президента о том, что до домов газ должен доводиться бесплатно, исполнять. У нас в целом где-то порядка 5000 домовладений по республике, которые сегодня попадают под эту программу. И сейчас задача вот этой комиссии подготовить планы, подготовить графики, ну и добиться исполнения вот этого плана по газификации. В том числе и здесь вот конкретные были адреса по городу Якутску, по пригородам, они, конечно, тоже должны быть там обязательно все предусмотрены. Так, вот несколько вопросов промелькнуло про субсидированные билеты. Хочу сказать, что, к сожалению, конечно же, мы сейчас видим, что субсидированные билеты у нас, перелеты из Якутска до Москвы и Санкт-Петербурга, первую часть программы мы не попали. У нас перелеты были из Мирного, Нерюнгри попало так, пока аэропорт работал. Сейчас в рамках дальневосточных вот маршрутов появится у нас появится маршрут из Якутска на Хабаровск, который будет датироваться тоже. Люди смогут летать гораздо дешевле, чем сегодня. Вот. Что касается перелетов из Якутска на Москву и на Санкт-Петербург, мы недавно встречались с министром транспорта, провели видеоконференцию как раз в том числе по вопросу субсидирования. Сейчас они уже с нашими доводами согласились, подготовлен проект распоряжения правительства, внесен. Мы надеемся, что хотя бы в конце года все-таки такие субсидированные билеты из Якутска на Москву обязательно появятся. Будем по этому вопросу работать. Все-таки здесь справедливость должна быть восстановлена. Так. Спрашивают, будут ли дети Азии у нас в Якутске. Мы очень надеемся, что все-таки в 2024 году они пройдут. Так, мы заявку свою дали, а там уже, как говорится, будем смотреть. Так. Спрашивают про тротуары в птицефабрике, есть там тоже ряд вопросов. Здесь хочу сказать, что по городу Якутску сегодня идет огромная работа по ремонту дорог, улиц, 50 километров делается.
И, конечно же, в рамках этой работы будут делаться и тротуары. Там, где они нужны, там, где они обязательно должны быть сделаны. В принципе, работа эта вся плановая. Вот, и я очень надеюсь, что она пройдет не только в установленные сроки и не будет укладки асфальта в снег, как в предыдущий год, а обязательно будут также и работы проводиться качественно. Это очень важно, чтобы дороги, которые делаются, стояли все-таки много лет. К сожалению, вот по дорогам, которые в прошлом годах сданы, очень много вопросов такого негативного характера с точки зрения того, что качество у них плохое, так и дороги разваливаются. Там и Народный фронт общероссийский работает по контролю за ними, и в прокуратуре есть дела, ну и городская администрация сейчас принимает меры, чтобы все-таки подрядчики эти все работы в рамках гарантийных обязательств обязательно выполнили. Почему на работе увольняют, если не сделал прививку? Вас не имеют права уволить, если вы не сделали прививку. Если вы входите в ту группу, которая обязательно должна прививаться, вас могут отстранить, но вас уволить не могут. Так, почему нет режима ЧС? Ну, у нас в республике аж 2 режима ЧС сегодня существует. Это ЧС по лесным пожарам и вот сейчас ЧС по кормозаготовке объявлен. Спрашивают, вы встречались с отличниками СВФУ? Сегодня нет, я сегодня с ними не встречался. Так, ну вот спрашивают про дороги. Ну, друзья, надо понимать, что обязательно при ремонте все равно какие-то определенные ограничения делаются. Так? И тут надо с пониманием отнестись. Главное, чтобы в сроки установленные работы были все сделаны. Ну и самое главное, чтобы они сделаны были качественно. Так, много жалоб на авиакомпанию Якутия. Что можете сказать? Ну, по авиакомпании Якутия по каждому случаю разбираются. Здесь же вопрос в том, что из-за дыма в аэропорту Якутска были задержки серьезные. Так и не только у Якутии, но и у других компаний. Ну, соответственно, здесь, наверное, вины компании-то особой нет. Вот. Другой вопрос, что иногда бывают все-таки проблемы с логистикой, проблемы с работой с людьми, с пассажирами. Здесь, конечно, компании надо очень серьезно подтягиваться. Так, почему субсидированные билеты только из Якутска? На самом деле субсидированные билеты из Якутска сегодня как раз их и нету. У нас субсидированные билеты есть из Мирного, из Удачного, если не ошибаюсь, так, и из Нерюнгри они были. Но сейчас просто аэропорт Нерюнгри у нас полностью закрыт на ремонт. Так что как раз субсидированных из Якутска-то и нет. Так, спрашивают про цены на авиабилеты. Конечно, это больная проблема. Очень надеюсь, что мы сможем добиться того, что в рамках вот работы дальневосточной компании все-таки местные рейсы тоже будут субсидироваться. По крайней мере, первые шаги в этом направлении мы уже видим. Рейсы уже между регионами, ряд рейсов начал уже субсидироваться. Здесь спрашивают, вот несколько, два или 3 раза промелькнуло про 3 миллиарда на пожары, которые нам дали. Здесь, друзья, вы ошибаетесь. 3 миллиарда рублей, о которых говорил Михаил Владимирович Мишустин, это те средства, которые были выделены на лесные пожары по всей стране. Из этих 3 миллиардов, вот 400 миллионов он выделил, 380 миллионов он выделил своим решением резервного фонда, ну и 200 миллионов у нас с самого начала, как субвенция из федерального бюджета, была уже предусмотрена. Поэтому на тушение пожаров пока выделено 600 миллионов рублей из федерального бюджета в общей сложности. Мы считаем, что до конца сезона расходы у нас будут расти, ну и где-то 1 300 миллиардов мы еще дополнительных средств из федерального бюджета будем просить на компенсацию тех расходов, которые мы сегодня проводим. Так, спрашивают, когда снимут зону затопления. Зону затопления снять не могут, потому что она или есть, или ее нету. Вот. В свое время республика провела эту работу по определению зон затопления. Считаю, что, может быть, она была излишне расширена. Вот. Вместе с тем мы сейчас работаем, чтобы все-таки по ряду населенных пунктов эти зоны были скорректированы, в том числе и на федеральном уровне. Потому что
у нас получается, что по ряду населенных пунктов вообще ничего строить нельзя. А все эти населенные пункты уже полностью попадают под зону затопления. Соответственно, здесь ситуация абсолютно, на мой взгляд, в неправильном направлении шла. Сейчас мы с федеральным коллегам этот вопрос поставили, понимание есть. Я думаю, что мы найдем обязательное решение в интересах, в первую очередь, жителей наших населенных пунктов. Так, спрашивают, будут ли строить школу «Точка роста». Обязательно будут строить. Сейчас идет оформление земельного участка, подготовительные работы, проектирование. То есть работа идет полным ходом, школа будет строиться, и как планировали, в 2023 году она должна быть введена. По субсидированию частных садов хочу сказать, что этот вопрос обязательно будет решен. Я вопрос держу на контроле. По моему поручению правительство сейчас его вопрос этот отрабатывает, изыскивает средства, обязательно найдут. И еще раз хочу сказать, субсидирование частных детских садов во втором полугодии обязательно будет. Так, что скажете насчет резкого повышения стоимости строительных материалов? Конечно, это беда, потому что строительные материалы подорожали очень сильно, подорожала арматура, подорожали сами строительные материалы, отделочные материалы. Говорят, что в целом мире они подорожали, так, но нам-то от этого не легче, и, к сожалению, вот мы сейчас видим ряд таких серьезных проблем у строительных компаний, у дорожников, у подрядчиков, субподрядчиков, именно связанных с подорожанием, в первую очередь, металла для строительства, ну и непосредственно уже и строительных отделочных материалов. Здесь, конечно же, принимаются сейчас решения общестрановые для того, чтобы сдержать этот рост цен каким-то образом, даже надо бы их и снижать. Вот. Надеюсь, что все-таки мы здесь как-то удержимся. Так? Но еще раз говорю, очень сложно. Вот. Многие проекты, которые сегодня уже, реализация их идет, в том числе вот по переселению и так далее. Я вот сегодня совещание тоже проводил. Вижу, что есть проблемы у подрядчиков, связанные с этим. Вместе с тем, конечно, общими усилиями мы уверены, что решим, но рост, конечно, цен на стройматериалы, он очень значителен. Так. Почему в Якутске нет жизненно препаратов от коронавируса Актерма и Кевзара? Вы знаете, Актермы нет особо нигде. Мы ее покупаем по заявкам, которые мы вносим в правительство Российской Федерации. Вот. Сколько нам дают, столько мы и покупаем. Здесь нет такого, что мы где-то есть, а мы его не покупаем, этого лекарства. Лекарство сейчас очень стало дефицитным из-за роста заболевших с ковидом. Вот. Поэтому, как только появляется, мы, еще раз говорю, наша заявка всегда там в приоритете дальневосточников рассматривается, нам дают, но у нас, к сожалению, еще раз говорю, очень много тяжелых больных, вот сегодня их свыше 80, из них 22 человека, если не ошибаюсь, на аппаратах искусственной вентиляции легких. Конечно, тяжелые вот как раз такими препаратами, как Актерма, и лечатся. Так? Лекарство очень дорогое, но и, к сожалению, оно редкое. Поэтому, друзья, лучше всего вообще не болеть, а единственная реальная сегодня возможность не заболеть, это, еще раз говорю, вакцинация. Так, вот здесь прошел вопрос по Хандаге, я попрошу зафиксировать по детям-сиротам. Сегодня как раз я проводил штаб по строительству домов для переселенцев из аварийного жилого фонда, так? Ну и в том числе и вот по детям-сиротам есть много претензий к застройщикам в части качества стройки. И тем, кто сейчас строит, и тем, кто были построены ранее в течение первого этапа. По каждому случаю мы будем разбираться. Я считаю это недопустимым, когда вот дома для людей, которые и так по жизни серьезно были лишены многих жизненных удобств, в том числе вот живя в аварийных домах, дети-сироты, так, которые по жизни тоже достаточно обделены. И вот строить для них плохое жилье, плохого качества, при том, что деньги государство платит за это достаточно хорошие, вот этого никак нельзя допускать. Вот здесь надо с этим разбираться.
Вот здесь промелькнул вопрос про оценочную стоимость выкупную по аварийщикам. Мы на самом деле, конечно, хотели, чтобы была единая цена 50 тысяч рублей за квадратный метр. Но нас здесь поправили надзорные органы, сказали, что в каждом случае все-таки должна оценка делаться отдельно и по районам, и по чуть ли не по каждому дому. Ну и, соответственно, вот по некоторым домам дают оценочную стоимость 35 тысяч рублей. Это вот еще раз говорю, требование надзорников. Вместе с тем я вот считаю, что, конечно, было бы справедливо, если была бы единая цена оценочная по субъекту. Вот пишут, что в третьей поликлинике поставили прививку из открытой ампулы. Ну, правильно, потому что в одной ампуле, если не ошибаюсь, на несколько человек доза, так, то ли на 4, то ли на 5 человек, и, соответственно, открывают ампулу и потом из нее набирают. Вот я вчера ревакцинацию получал, так тоже после меня люди из нее получали, из этой ампулы. Так, здесь вот у ребята вопрос бросили, так, по невыплате премии за победу на чемпионате по борьбе, по-моему, если не ошибаюсь. Я прошу Министерство спорта посмотреть, это чуть ли не 16-й год. Это, конечно, если такие вещи были допущены, это, конечно, надо обязательно устранить, исправить эту ошибку. Так, когда закончится ремонт полосы в городе Якутске? Я, по-моему, в прошлый раз рассказывал, но еще раз повторюсь. Сейчас уже вот бетонирование пандуса и бетонирование той части, которая должна была быть сделана в этом году, практически уже закончено. Сейчас пройдет ряд других работ вспомогательных. И после того, как пройдет сертификация Ростехнадзора, мы получим полосу, где большая половина будет новая, будет соединительный пандус и будет старая полоса, с которой сегодня у нас самолеты летают. И вот эта полоса вот, длиной, протяженностью 3 километра 300 метров, она у нас заработает, ну, мы надеемся, что уже не позже, чем 1 октября. Мы начнем летать с длинной полосы. Вот, то есть эти все случаи вот этих экстренных, экстренного торможения уже их не будет. Это у нас продлится до весны 2023 года. До этого времени в следующем сезоне будут проведены работы по рулевым дорожкам, по другим работам, которые необходимо сделать в аэропорту. А в 2023 году с мая, опять же, по осень будет сделано бетонирование вот оставшейся части, то есть части, с которой сегодня у нас самолеты летают. И мы опять часть сезона будем летать с короткой полосы, но она уже будет новая. Да? И в окончательном виде вся полоса у нас будет полностью отремонтированная к осени 2023 года. Так, спрашивают, ваша семья тоже дышит этим смогом, а они здесь или не здесь? Ну, моя семья здесь вся в Москве, не в Москве, она вся здесь, в Якутске, вместе со мной. И жена, и дочери. Поэтому, ну, от дочерей тоже слышу достаточно много критики, вот особенно, когда было много дыма на прошлой неделе. Вот будут ли вакцинировать детей? Детей вакцинировать не будут. Вот я никак не могу понять, почему все время этот один человек спрашивает и еще ругается. Вот я же говорю, пока вакцины нет, о чем можно говорить? Когда появится вакцина, это будет добровольное дело родителей. Без разрешения родителей детей никто вакцинировать не будет. Так, спрашивают про авиаполосу Нюрбы. Она строится, идет по графику, там особых таких замечаний у нас нет. Есть замечания по другим, ремонт других полос, в частности по Алепинскому, но мы надеемся, что и там ситуация выправится. Так, незаконные постройки в центре, когда будут сносить? Я не понял, что за вопрос. Будут ли школы переданы в частные охранные предприятия? Ну, таких подходов у нас не было. Ну, в принципе, школы-то всегда охранялись частными охранными предприятиями, которые имеют лицензии.
Я вот тоже, как говорится, здесь вопрос, может быть, не до конца правильно сформулировал. МРОТ по республике когда повысит? МРОТ у нас повышается 1 января каждого года. И, соответственно, сейчас уже решения на уровне страны приняты. Сейчас, после всех согласований, с 1 января у нас тоже МРОТ будет по республике пересчитан. Так, про мост расскажите, замучили эти паромы. Ну, по мосту проект у нас движется нормально. Конечно, есть вопросы у нас с Министерством финансов страны, потому что пока решение вот по этому году они до конца не приняли. Мы надеемся все-таки, что те проекты решений, которые Министерство транспорта России сейчас внесло в правительство, они будут приняты, и финансирование уже в этом году будет открыто, а не со следующего, как сейчас некоторые коллеги в федеральном правительстве предлагают. Мост, безусловно, нужен, и, конечно, обязательно надо его быстро строить. Так. Опять вот по Хандыге, по стройке домов есть вопросы. Вообще вот по Тамбонскому району я просил бы Минстрой внимательно посмотреть. Много вопросов, что-то здесь проскочило. Как будут учиться студенты и школьники с сентября? Вот много раз задают. Еще раз говорю, будут они, мы планируем, что они будут учиться все как положено. С 1 сентября очно. Так. По субсидированию частных детских садов я сказал, что субсидирование обязательно будет. Так, здесь спрашивают про интернет в разных селах. Так, ну, друзья, мы на самом деле активно очень ведем работу по прокладке линий связи. Здесь я не думаю, что вопросов какие-то могут возникать. Все, что запланировано, будет сделано. По строительству по Ингре, по дому, который строила компания «Легион», вот здесь как раз проскочило, конечно, здесь, к сожалению, муниципалитет расторг договор, потому что компания не выполняет свои обязательства, но пока еще нового договора они никак не могут заключить. Я к концу августа все-таки, надеюсь, в Нерюнгри приеду, хотел бы на месте с этим вопросом тоже еще раз посмотреть и решить. Так, когда будет Ковивак? Ковивак — это, насколько я помню, 3-я вакцина, которая в стране есть, но ее производится очень мало. Так у нас в республику, по-моему, порядка 1500 за все это время приходило. Ну вот оно, у нас же как поставки идут достаточно так регулярно, но малыми дозами, так, и мы не знаем, например, какая вакцина придет на следующей неделе. Нам говорят, вот в пятницу у вас на следующей неделе то-то, то-то, ну, приходит. Вот. Последняя поставка, если не ошибаюсь, была у нас 2500 доз спутника ВИ, которые пришли 27 июля. Вот. Ну, на следующей неделе мы тоже ожидаем. Все-таки запросили большую партию доз от спутника ВИ. Так, посмотрим, смогут ли нам ее отправить. Какая вакцина лучше? Ну, я считаю, что все вакцины, наверное, хорошие. Я сам спутник ВИ прививался и в первый раз, и вот сейчас ревакцинацию тоже спутником ВИ. Ну, спутником сделал. Точнее, не спутник ВИ, а это спутник Лайт. Ну, да, то же самое. Так, вот много вопросов по пожарам по Мирному, так и по Нюрбе. Друзья, ну, ситуация там тяжелая, так, и, конечно же, обязательно меры надо будет принимать по усилению группировок и по более активной работе авиации. Спрашивают, когда вы приедете в Мирный. Ну, в Мирный я достаточно часто бываю. 2 недели назад, по-моему, в Мирном был. Планирую, что на следующей неделе тоже появлюсь в Мирном. Почему не тушатся пожары? На самом деле мы тушим огромное количество пожаров. Мы потушили, если вот так просто даже по площадям считать, уже почти в 4 раза больше по площади пожаров, чем за весь прошлый год. Вот. По количеству пожаров мы потушили, если смотреть аналогичный период прошлого года, по количеству почти в 3 раза больше. Люди на самом деле на местах совершают чудеса героизма и мужества, противостоят им пожарам.
туша эти пожары, и говорить, что они ничего не делают, не тушат пожары, это на самом деле нечестно по отношению к этим людям. Пожаров просто очень много. Вот поймите, что у нас на сегодняшний день уже 1300 пожаров. И причем 1150 из них – это сухие грузы, которые возникают на огромных территориях, абсолютно, ну, знаете, отдаленных от любых дорог. Постепенно разгораются и потом уже приходят к населенным пунктам. И имея вот те силы, которые сегодня у нас задействованы, вот даже то, что 3000 человек у нас тушат пожары, мы все пожары, к сожалению, обслуживать не можем. Просто физически. До многих пожаров просто нельзя добраться, даже с помощью авиации. Вот, многие вот пишут, зачем вы не тушите пожары и так далее. Все, что можно тушить, наши люди тушат. Вот, но поверьте мне, не всегда это можно сделать. Так, по земле многодетным ответьте, пожалуйста. А в чем вопрос был по многодетным? Я как-то так и пропустил. Друзья, здесь вы меня, прошу простить, очень быстро пробегают вопросы. Вот несколько вопросов про Ди Каприо. Что написал, что сделал. Ди Каприо ничего не написал, ну и, соответственно, ничего не мог сделать. Так? Поэтому здесь, ну, надеемся, что он может на глобальном уровне какие-то вопросы будет решать в части борьбы с изменением климата. Понятно, что в этом году мы все видим, какие катаклизмы не только у нас, по всему миру. Где-то все затапливает, где-то все горит. Так? Ну, еще раз говорю, у нас вообще самая аномальная жара. Почему отказались от помощи, например, Ди Каприо? Мы не отказывались от помощи Ди Каприо. Ди Каприо нам ничего не предлагал. Вот, очень много зато мы помощи получили, я им искренне благодарен от наших предпринимателей якутских и выходцев из Якутии, тот же Арсен Томский, та же компания Майтона. Они реально помогли, реально связывались и с оперативными штабами, и с администрациями районов, поселков, узнавали, что именно на месте людям нужно, и помогали как раз вот в приобретении необходимого оборудования, в том числе для добровольцев. Почему так долго многодетным не выдают землю в Покровске? Так, ну вот сейчас я вопрос понял, мы обязательно посмотрим, с чем связано то, что многодетным в Покровске не выдают земли. Так, ну, скорее всего, это связано с тем, что нет подготовленных земельных участков. Чаще всего вот такая ситуация. Вот опять про 3 миллиарда. Михаил Владимирович Мишустин сказал про 3 миллиарда для всей страны. На республику выделено было 600 миллионов рублей. Они уже, к сожалению, закончились. Мы сейчас тушим пожары за счет наших средств, которые потом предъявляем в федеральный бюджет, и он нам их компенсирует. До конца года у нас еще где-то на 1,3 миллиарда дополнительных расходов будет. Почему нет своей авиасохраны? У нас своя авиасохрана есть. Вот, она достаточно эффективно работает, но просто и количество ее маленькое, 200 человек. Вот. А содержание ее на самом деле дорогое. Мы из бюджета республики на, скажем так, к той субсидии, которую Российская Федерация дает, мы на содержание Якут лесресурса и наша лесоохрана даем дополнительно более 700 миллионов рублей. Вот, ну, пишут конечно, вот хотелось бы, чтобы проводили профилактику, деньги, которые выделяют, тратили не на тушение, а на профилактику. Ну, что такое профилактика лесных пожаров в условиях Якутии на 300 миллионах гектаров? Еще раз говорю, у нас в этом году 1150 пожаров от сухих груз, которые идут в основном в очень труднодоступной местности, куда никакой, не то что там трактор или машина вообще, и не всякий лесник там вообще может добраться. Вот. Бьет молния туда, и начинается пожар. А в условиях абсолютно сухой погоды и жаркой погоды этот пожар в течение суток уже может гореть на площади почти 1000 гектаров. Вот и вся история.
В Якутии выявлен вид коронавируса гамма. Да, он выявлен, я уже сказал, что у нас и индийские, и британские штаммы, бразильские штаммы, все они уже на территории Якутии циркулируют. И вот именно с этим мы связываем сейчас вот это очередное повышение заболеваемости по Якутску и по промышленным нашим центрам. По аэропорту Алекминска я в курсе проблем. Сейчас председатель правительства вместе с аэропортами Севера занимается тем, чтобы как раз эти работы возобновились, и у нас аэропорт Алекминская реконструкция продолжалась. В республике будут ли выплаты, о которых объявил президент страны? Конечно, они будут, они по всей стране идут, и у нас они пойдут. Так, со 2 августа вот эти выплаты к подготовке к школе по 10 тысяч рублей на школьника. Так, вот по газификации я уже ответил. Сейчас правкомиссия создана во главе с Тарасенко. Они обязательно все вопросы, в том числе по Саталу, тоже будут решать. Так, будет ли локдаун, если так много больных? Локдаун у нас все-таки, надеюсь, не будет. Я против локдауна. Вместе с тем, еще раз говорю, что если заболеваемость будет расти еще более быстрыми темпами, то определенные ограничения, конечно, наверное, будут вводиться. Так? Но еще раз хочу сказать, что пока никакого локдауна нет. Мы просто будем работать пока в том режиме ограничений, какой у нас был где-то месяц назад. Будет ли охота? Да, я сегодня подписал решение о том, чтобы с 1 августа уже выдача лицензий на охоту осеннюю уже началась. Министерство сейчас экологии должно этот вопрос уже исполнять. Так. Ковид когда исчезнет? Ну, не скоро, совсем не скоро. Какие сроки по вакцинации первичной? Мы надеемся, все-таки уже в ближайшие месяцы 60% по взрослому населению все-таки нам надо достигать для того, чтобы у нас коллективный иммунитет появился. Другого пути у нас нет, друзья. Да, вот пишут про ковид, что он никогда не исчезнет, будет вечно как грипп. Может быть, как грипп и будет, так? Но хотелось бы, чтобы он именно как грипп был, а не вот как смертельно опасная болезнь. Авиабилеты Якутск-Москва, цены упадут ли? Мы очень надеемся, еще раз говорю, что все-таки субсидирование с осени появится, и цены, конечно, упадут. Но и когда длинная полоса появится, самолеты здесь будут уже больше летать, это тоже повлечет за собой снижение цен. Цены, конечно, сейчас крайне высоки, я абсолютно недоволен уровнем цен, которые у нас есть по авиакомпаниям, как по внутренним, так и по межрегиональным рейсам. Так, вот несколько вопросов пошло по алкомаркетам. Я, на самом деле, последние недели достаточно серьезно изучил статистику последних лет. Друзья, по алкомаркетам у нас беда. Их, на самом деле, стало в Якутске очень много. Вот. В целом в республике их количество увеличивается, так? При этом, что количество смертей от алкоголя растет. Вот. И здесь надо обязательно принимать новые меры. Я считаю, что вот те предложения, которые глава города внес по борьбе с алкомаркетами, то, что студенты мне вот вчера на встрече предложили Северо-Восточного федерального университета, в части того, чтобы все-таки мы лжекафе каким-то образом закрывали. Это все абсолютно правильно, и обязательно нам нужно такие решения принимать. Алкоголизм вновь, знаете, вот поднимает голову, он начинает расползаться по республике, надо его останавливать. Вот. Все-таки понятно, что свобода торговли, свобода предпринимательства должна быть, но она не должна идти вразрез интересам нашего общества в части здорового образа жизни. Поэтому мы здесь, если дополнительно будут какие-то решения, будем принимать на уровне главы республики. И, конечно же, я буду просить Государственное собрание Илтуман
все-таки изменения в закон, в особенности вот по борьбе с этими лже-кафе, обязательно принять уже в ближайшую сессию. Потому что это просто ну, недопустимо, когда, пользуясь какими-то пробелами в законодательстве, просто вот в жилых домах в том же 203-м мне люди обращались, просто открывают якобы кафе, на самом деле это просто магазины по продаже пива круглосуточно. И не только пиво. Это надо обязательно остановить. Вот, поэтому, если надо, можно даже рассмотреть вопросы и об увеличении дистанции от социальных объектов, вот, об увеличении площади, а то на маленьких, там, знаешь, на 20 метров открывают магазинчик, так, и начинают там торговать, алкомаркетом называют, круглые сутки. Все-таки здесь должны быть уже более жесткие требования. Этот вопрос назрел, и я считаю, что мы в течение августа месяца решение в этой части на моем уровне примем, ну и в сентябре уже, когда сессия начнется, я буду просить Алексея Ильича Аремеева, чтобы на первой же сессии вот эти вопросы были рассмотрены по борьбе с алкомаркетами. Да, вот я на самом деле здоровый образ жизни поддерживаю. Я объявил десятилетие здравоохранения, здоровья в нашей республике. И, конечно же, здоровье, оно без здорового образа жизни никак не может быть достигнуто. И в этой части, вот еще раз говорю, борьба с алкоголизмом – это одна из главных наших целей. Так, почему баллотируетесь в Государственную Думу, начинают вопросы задавать. Я в Государственную Думу иду, потому что я хочу, чтобы, возглавляя список в Государственную Думу партии «Единая Россия», чтобы республика у нас развивалась и люди в ней жили лучше. Вот. Планов работать в Государственной Думе у меня на самом деле нет. Я считаю, что те, кто сейчас работают, они работают, вот, Галина Кентина работает успешно. Федот Семенович Тумусов тоже выдвинулся, работающий ныне депутат. Ну, достаточно долго он работает. Есть и вопросы, по которым он республике помогал. Вот. Надеюсь, что население само рассмотрит и свой выбор сделает. Так. Вот многие просят меня ответить, говорят, мы спрашиваем, вы не отвечаете. Но, друзья, вопросы здесь просто пробегают с космической скоростью. Я не все просто даже успеваю прочитать. Из-за ковида не пускают окулистов в Нирингере, пожилые люди ждут операции на глаза. Иван Петрович Луцкан, я знаю, что вы наверняка эфир смотрите, посмотрите и с главным врачом Нирингера все-таки переговорите, как можно организовать процесс. Пожилым людям надо помочь, в особенности вот с проблемами по зрению. Просят поддержать Алдан на голосование. Я вот как раз хочу сказать, друзья, так, тем более у нас и время уже ближе к концу, да, Алдан сейчас выдвинут на город трудовой доблести. Я считаю, что Алдан этого заслужил. В годы войны Алданский район дал стране 16 тонн золота, 8 тысяч тонн слюды, по-моему, 2000 тонн горного хрусталя, которые использовались в оборонной промышленности, и 80% слюды и горного хрусталя как раз шли из Алдана по оборонной промышленности страны. Вот. И, конечно же, неоценим трудовой подвиг алданцев. Я считаю, что в нашей республике, конечно же, есть и Якутск, который тоже заслужил такое право. Вот. Но сегодня вот выдвигается Алдан на город трудовой доблести, надо его поддержать. Всем вместе и добиться того, чтобы Алдан заслуженно стал городом трудовой доблести. Так. Спрашиваю тут уже. Бразильский зарегистрирован в Якутии, да, зарегистрированы все эти штаммы. У Алдане когда дорога будет? Ну, мы в рамках подготовки к спортивным играм следующего года огромную работу сейчас проводим по асфальтированию дорог в Барагонцах, так, ну и подъезды к нему будут делаться, поэтому там большая работа идет.
Так, ветхие аварийные дома спрашивают. Ну, программа на постоянном контроле, так, срывов пока мы серьезных не видим. Хотя, конечно, сложностей много, особенностей по строительству домов в Арктике. Вот сегодня я проводил совещание, порядка 10 разных объектов в разных районах республики мы рассмотрели, где могут быть проблемы. Слава богу, никаких трагических там отставаний нет. Думаю, что все в график скоро войдут. По мирному очень много вопросов, друзья, по пожарам. Я принимаю все ваши замечания, предложения. Так, мы, конечно же, будем сейчас прилагать все усилия, чтобы в Западной Якутии, в том числе по мирному, ситуацию улучшить. Вот. Уверен, у нас это получится. Почему вопросы пролетают с космической скоростью? Потому что вопросов много задаете, вот очень много вопросов идет, и поэтому они очень быстро пробегают. Так. По мирному, еще раз говорю, вот по мирному как раз заканчивается наш эфир. Мы обязательно, еще раз говорю, я сам приеду в Мирный, на месте будем смотреть, что можно еще сделать для того, чтобы улучшить ситуацию по тушению пожаров. Друзья, большое спасибо, удачи всем и здоровья.